Смотрите новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Коротко о главном к этому часу. Торжественное открытие Сахалинхо прошло сегодня в Алекминском районе республики. Традиционные спортивные состязания игры Дыгыны пройдут сегодня и завтра на столичном стадионе Туймада. На каскаде Вилюйских ГЭС локализовано масляное пятно на поверхности воды реки Вилюй. В лесах Якутии на сегодняшний день зарегистрировано более 200 пожаров. Ситуацию усугубили дожди с грозами на западе Якутии, которые регистрировались в последние дни. Между тем, за прошедшие сутки ликвидировано 16 лесных пожаров. На территории лесного фонда региона проводятся работы по тушению 73 лесных пожаров с общей площадью, пройденной огнем, почти 48 тысяч гектаров, отметили на утреннем заседании оперативного штаба. Пожары находятся на территории 16 районов, из них локализовано 17 лесных пожаров на территории 18 тысяч гектаров. Первый вице-премьер региона Дмитрий Садовников отметил, что ареал пожаров, в отличие от прошлых недель, расширился. В основном от огня и дыма страдают западные районы республики. Для тушения пожаров задействовано порядка 2000 человек, более 100 единиц техники. Подключаются и межрегиональные силы. Это 100 огнеборцев из Бурятии и Амурской области должны в эти дни прибыть в Якутию. Кроме того, на борьбу с огнем выходят и местные жители. За эти сутки мы постараемся локализовать эти пожары и часть ликвидировать. Ситуация сложная. Все знаете, что подписан указ главы о введении чрезвычайной ситуации в региональных лесах. И в рамках этого указа введены нормативно-правовые акты районов, где есть пункт о ограничение посещения людей, местного населения в лесную зону нашей республики. При этом я население призываю, чтобы не нарушали законодательство. Будут проводиться рейды, которые будут организованы в районах. На каскаде Вилюйских ГЭС локализовано масляное пятно на поверхности воды реки Вилюй. Персонал станции совместно со специалистами 3-го отряда МЧС по Мирнинскому району установил боновое заграждение на водную поверхность, которое не даст пятну распространяться. Специалисты делают все возможное, чтобы минимизировать последствия загрязнения окружающей среды и в кратчайшие сроки восстановить естественное состояние воды. На месте работают представители Мирнинского комитета государственного экологического надзора и Восточно-Сибирского федерального агентства по рыболовству. Для полной ликвидации масляного пятна ожидается прибытие персонала специализированной организации. Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников сегодня совершил объезд по двум крупным строящимся объектам в поселке Жатай. Это Жатайской судоверфи и реконструкции канализационных очистных сооружений. По этим двум объектам на сегодняшний день есть отставание. Так, строительство Жатайской судоверфи по плану должно завершиться уже к концу этого года, а строительство судов должно начаться уже в следующем. Как отметил первый вице-премьер региона, на смещение графика работ в первую очередь повлияла эпидемиологическая ситуация по ковиду. Ход работ находится на особом контроле регионального правительства и будут предприняты все возможности для урегулирования всех вопросов, касающихся как сроков, так и объемов работ, резюмировал вице-премьер. Сегодня мы видим, что да, отставание как было, так и есть, к сожалению. Понятно, что в свете 2020 года это было связано с ковидом, и в этом плане, конечно, серьезное отставание ушли на тот год, но при этом был составлен нагонный график, а отставание мы тогда фиксировали где-то 11 месяцев, да? И при нагонном графике сегодня заказчик опять же утверждает, что и этот нагонный график тоже не выдерживается. И сегодня я действительно подтверждаю это, но, конечно, мы сегодня будем искать выходы для того, чтобы и к какому-то подойти, к каким-то договоренностям, чтобы поддержать подрядчика, и подрядчик, чтобы финансирование получил и работу закончил. Между тем, незначительное отставание есть и по реконструкции канализационных очистных сооружений. Здесь работы по плану должны завершиться в следующем году. То есть в течение 2 лет в поселке Жатай появится новая современная станция очистки сточных вод с демонтажом старых механических сооружений. Проектированием предполагается увеличение мощности новой станции до 1500 кубов в сутки с полным циклом биологической очистки. Пока в первой очереди. Реализация проекта ведется в рамках концессионных соглашений между регионом, поселком Жатай, а также
компанией «Водоканал». Общая стоимость проекта оценивается почти в 500 миллиарда рублей. Реализация проекта осуществляется в рамках указа главы республики об экологическом благополучии Якутии. Есть отставание на 3 недели, связано это с внесением изменений в проект. Значит, данные работы наверстываются, даны поручения заказчику и подрядной организации нарастить количество сил и средств для реализации данного проекта. Но хочется отметить, что по первому этапу реализации проекта в части бетонных работ, работа, можно сказать, что практически на 100% выполнена. Аквабиом фирма доставила свое оборудование, это механической биологической очистки непосредственно канализационной очистной станции. Можно сказать, что по поставке оборудования на 80% оборудования поставлено, оставшиеся 20% это комплектующие, связанные с электроснабжением, ну и вспомогательное оборудование. Тем временем в Якутске состоялось заседание межведомственной комиссии по отбору кандидатов в космонавты России на территории республики. 3 потенциальных кандидата прошли первичный отбор. Также в резерве находятся 12 кандидатов-пилотов авиакомпании «Якутия», которые проходят по первичным требованиям, а также 4 потенциальных кандидата авиакомпании «Полярной авиалинии», говорится в сообщении. Медосмотры проводятся на базе медсанчасти авиакомпании «Якутия». Кроме того, утверждены нормативы по выполнению физических упражнений. Сегодня, 26 июня, в Алекминском районе состоялось торжественное открытие 14-го республиканского СХ «Аланхо-2021». После приветствия главы региона и почетных гостей на центральную трибуну вышли известные ученые-исследователи, почетные аланхасуты и сказители героического эпоса, приехавшие из различных районов республики. Торжественная церемония продолжилась ритуалом первого кумысопития и угощения гостей кумысом. Для гостей и участников СХ «Аланхо» было показано театрализованное представление по мотивам якутского героического эпоса «Аланхо», лучшие песенники Золотой тайги, славные сказители золотари Бадайбо, именитые аланхасуты долины Анях. Символ СХ «Аланхо» в торжественной обстановке водружил глава Якутии Айсен Николаев. Илдархан в своем выступлении поздравил жителей республики с проведением СХ «Аланхо» и пожелал якутянам счастья, добра и крепкого здоровья. Хотел бы искренне поблагодарить всех устроителей СЭХа, жителей Алекминского района, которые, несмотря на все трудности, несмотря на пандемию, смогли организовать и сегодня проводят этот замечательный праздник. Уже без малого 4 века земля Алекмы сплачивает представителей самых разных народов – эвенкийского, якутского, русского и многих-многих других, которые все эти века в дружбе, в согласии работают во благо своей земли, своей республики и нашей великой России. Я искренне рад, что сегодня здесь, на этом Тюсюльге, присутствуют гости из многих районов, из многих стран, которые приехали сюда посмотреть на этот замечательный праздник. Ну а торжественную церемонию закрытия смотрите завтра, 27 июня, на телеканалах Якутия-24, НВК Саха и Мамонт, также на YouTube-каналах и в мобильном приложении НВК Саха. К другим темам. От жары в эти дни страдают не только люди, но и обитатели зоопарка Уртодайду. Водные процедуры в жаркие дни проводятся для животных ежедневно. Кроме этого, в рацион включаются сочные корма, овощи, фрукты, ягоды, трава, веники. А в зной животные уходят в укрытие и становятся более активными в ночное время, когда температура опускается до плюс 15-16 градусов. В понедельник, 28 июня, на ипподроме в местности Усть-Хаттын состоятся традиционные конные скачки на приз главы республики. В скачках будет 6 официальных дистанций и 1 коммерческая. По итогам отбора 12 июня определились несколько фаворитов. Это Штормбарс из Намского улуса и Мейн-Кёнинг из Чурапчинского. Всего в соревнованиях будут участвовать 10 скакунов из 6 улусов. В этом году, как и в предыдущем, скачки состоятся без зрителей на трибунах, но с прямой трансляции мероприятия. Посмотреть прямое включение с места проведения вы сможете на наших телеканалах НВК Саха, Якутия-24 и Мамонт. Кроме того, прямая трансляция также будет доступна на YouTube-каналах. Начало трансляции 28 числа в 18:00. Мероприятие очень важное,
потому что на Дальнем Востоке Якутия занимает первое место по количеству чистокровных верховых лошадей. И у нас самый большой призовой фонд в Сибири и в Дальнем Востоке. Приз главы республики с прошлого года увеличен до 5 миллионов рублей. То есть за 2,5 минуты лошадь-победитель получает 2,5 миллиона рублей. Ну и продолжая тему спорта, сегодня мы отмечаем Всемирный день масс-рестлинга. Напомним, Президиум Международной Федерации масс-рестлинга в этом году учредил Всемирный день масс-рестлинга, который будет теперь отмечаться каждую 4-ю субботу июня ежегодно. Кстати говоря, масс-рестлинг входит в число видов единоборств, в котором будут состязаться участники турнира по национальному многоборью «Игры Дыгына». На канале Якутия-24 впервые будет транслироваться финальная часть турнира по национальному многоборью «Игры Дыгына». В этом году из-за пандемии коронавируса состязания проходят не в традиционном формате в местности Усть-Хатын, а на поле стадиона Туймада. Сейчас идут последние приготовления к торжественному открытию турнира. На месте присутствует и наша съемочная бригада. Слово Нюргуяне Егоровой. Буквально через час на канале Якутия-24 начнется прямая трансляция со стадиона Туймада имени Николая Тарского, где будет проходить финальная часть по национальному многоборью «Игры Дыгына 2021». Что же касается самого турнира, то в течение года атлеты проходили жесточайший отбор. 12 атлетов были отобраны по результатам республиканского чемпионата по национальному многоборью, 2 отборочных этапов и Кубка Ивана Белолюбского. Он же является 7-кратным чемпионом игр Дыгына. Ну а первым путевку получил амгинец Егор Филиппов. Он является обладателем этого титула 2020 года. Что касается самих участников, то здесь на поле стадиона Туймады в течение 2 дня будет возможность посмотреть, будет на что посмотреть и на кого посмотреть. Здесь среди участников можно выделить Егора Филиппова. Он является 4-кратным чемпионом игр Дыгына. И в этом году, несомненно, он попытается взять этот титул в 5-й раз. Не сбрасываем со счетов и титулованных, также очень известных наших атлетов республики, многократных призеров данного турнира. Это Николай Матананов, Артем Варданян, Джулстан Наговицын, Владимир Федоров. И, естественно, им хорошую борьбу, мы надеемся, навяжут и молодые атлеты. Естественно, также будет приковано внимание многих телезрителей, и вообще здесь присутствующих на молодое дарование сына 6-кратного чемпиона игр Дыгына Николая Дьяконова, Вячеслава Дьяконова. Ему буквально несколько дней тому назад исполнилось 20 лет. И если смотреть историю игр, то Николай Дьяконов впервые стал обладателем этого титула в 20-летнем возрасте. На этом наш выпуск завершен. Еще раз напоминаю, в 16:00 на каналах Якутия-24, НВК «Саха» и «Мамонт» смотрите церемонию торжественного открытия турнира по национальному многоборью «Игры Дыгына». Не переключайтесь.